Да, В деревянном доме. да. Скажите, пожалуйста, у нас опрос в Коминформ. Планируется снести вот эти все деревянные дома, и это только планы, и застроить 25-этажные дома. Вы готовы ли будете переехать в квартиру в такую же по квадратуре, как и ваша сейчас старая? Конечно. Если на этом месте рыбой стоит, то я, конечно, перееду. А только когда-нибудь строить жить-то могу. Пока только планы. А, это план. Но это план долгий, упорная работа у нас осуществляется. Наш дом уже, знаете, какого года должен был снестись? Вот я балкон строил в 2004 году. Хотел к архитектору. Да, хотел к архитектору, он говорит, зачем тебе, говорит, дом, балкон? У тебя дом идет по снос. Я говорю, сколько? Ну, года 3. Я говорю, ну, мне хватит 7 лет. Прошло сколько лет? С 4 года? 17 лет прошло. У нас дом так и не сносится. Аварийный дом, что признали, что его аварийный уже, сколько нас еще? Сейчас ему никому не нужно. Вот посмотрите, что у нас дорога здесь творится. Грязь, не проехать. Крыша течет 4 года, как звонили, что крыша течет в подъезде. Как 4 года я прошу, так и ничего не сделали. Хотя и штраф 257 тысяч должны были наложить за то, что не устранили. Но все люди рады с этих домов уехать уже. Сколько уже можно в гнили жить. Но я сюда переезжал в 2015 году, дом был еще в нормальном состоянии. Вот за сколько лет, за 25 лет, дом пришел вообще в утилизацию. Мы никому не нужны. Ни администрации, никому. Вы согласитесь, готовы ли будете переехать в высотку, в такую же квартиру по площади, как вот ваша вот в этом аварийном доме? Согласны будете переехать, если построят вот эти дома? Ну, если построят, а когда их построят? А вы давно тут проживаете? в этом? Да, давно. 45 лет. А дом как давно признан аварийным? Аварийным с 19 года. Вы готовы ли поменять свою квартиру на такую же квадратуру, но в новом доме, в 25-этажном? А чё нет-то? Конечно. Ну даже не выше 3-го этажа там. Потому что очень высоко, очень страшно потом смотреть снизу. Ну да. Где-то 3-й, ну до 5-го этажа можно. Ну, конечно, уже пора сносить. Хотя у нас дом более-менее по сравнению с остальными, но у нас уже, получается, один снесли, другой стоит аварийный еще, плюс сгоревший. Его уже давно пора, там уже дети лазят маленькие туда вот. А он все стоит, даже не закрыли ни вход, ни стекла, ничего. А там дети лазят, я даже не раз замечала. Если снести вот эти все двухэтажки и построить многоэтажки 25 этажей, 25 это много. предел, Ну, предел хотя бы 11-12. Потому что 25 этажки здесь вообще как бы будет смотреться некрасиво. Ну, не знаю, там, насколько почва устойчива. Там специалисты должны это проверить. ну, если будет разрешение, и все будет замечательно, такие дома можно строить, вы не против строительства? Ну, я лично нет. Вы готовы будете переехать в 25-этажный дом, если вам вот предложат квартиру? Естественно. А почему? Только за, ну, деревяшки, они уже такие, вот у меня где знакомый живет, там они уже изжили, ну, как бы уже плохие, в плохом состоянии. Я бы тоже очень за была бы, если бы построили бы такие дома. Насчет вот таких... Хорошее мнение. Вы не против Не против. такой застройки? Нет, против. Почему? Потому что я, например, считаю, что в нашем регионе выше 12, 15 даже. Строить нереально. У нас же здесь на болотах построено все. Ну, я против. Вы готовы будете переехать в квартиру 25-этажного дома, ну, такой же квадратуры, как и тут у вас? Да. Почему? Потому что в деревяшках холодно. Очень холодно. Вот сейчас вообще даже невозможно. С обогревателями живем. А зиму как? Тоже холодно, тоже с обогревателями. Ну, сколько детей? 1. А в целом вы не против строительства именно такого высокого дома? Именно 25 этажей? Как бы это слишком высокий дом. Опасно в нем. А на каком этаже хотели бы жить? Хотя бы на 4-м. Этот район планируется застроить 25-этажными домами и снести вот деревяшки. Вы не против будете? Готовы ли вы переехать в новый дом с такой же квадратурой, как ваша сейчас квартира? Конечно, да. Бывали бы в наших домах, я вам показал, что это такое. Но Так что мнения не все-таки против. разные. Вы... Нет, почему? Я бы не против был.
А какой этаж предпочитаете? После моего первого любой.